В прямом эфире Чеченской Вести я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 30 марта. Стихия под контролем. Новый современный мост до конца года. Рамзан Кадыров поручил оперативно устранить последствия непогоды и помочь жителям. Зона бедствия. Главная подъездная дорога в селу также полностью затоплена. Наиболее сложная ситуация в Гудермесском районе. Самые яркие кадры из спасательной операции в пострадавших селах. Хроника спасения. Как только погодные условия стабилизируются, специалисты приступят к восстановительным работам. И так происходит везде. Как устраняют последствия аномальных дождей в репортажах Рабиат Гайтиевой, Ахмеда Рамазанова и Турпала Литайсумова. Оперативное устранение последствий непогоды и помощь пострадавшим жителям – главная задача. Об этом заявил Рамзан Кадыров в ходе поездки по наиболее пострадавшим участкам после аномальных дождей. Ущерб фиксируют по всем направлениям. Затоплены 1817 домовладений, повреждено 28 дорог и 17 мостов, выведены из строя 5 газопроводов и 6 трансформаторов. Как республика справляется с последствиями стихийного бедствия в репортаже Рабиат Гайтиевой. В ночь с 28 по 29 марта 2026 года уровень воды в реке Сунжа начал стремительно повышаться, а к утру приблизился к критической отметке. Возникла угроза разлива воды с возможным потоплением дорог и частных домов. Для оценки ситуации на место выехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с соратниками. Он осмотрел мост через реку Сунжа по улице Асламбека Шарипова, чтобы проверить уровень воды и текущую обстановку. А это уже другие кадры разбушевавшейся стихии, которые быстро распространились в социальных сетях. Последствия паводок отразились на жизнедеятельности всей республики. Из-за сильных дождей и порывистого ветра были повреждены конструкции моста на въезде в город Аргун со стороны столицы региона. На месте происшествия задействованы все экстренные службы. Одним из первых туда прибыл помощник главы, секретарь Совета безопасности Адам Кадыров. Он подробно изучил текущую обстановку, оценил масштабы повреждений и заслушал доклады профильных служб. В целях безопасности движение по данному участку было временно перекрыто. Мост соединяет столицу с восточными районами республики и соседним Дагестаном, поэтому его восстановление является приоритетной задачей. Аргунский мост Уже на следующий день после бедствия специалисты приступили к демонтажу поврежденных конструкций. В настоящее время ведется разбор элементов наружного освещения, асфальтного покрытия, балок и тротуарных блоков. В строительстве задействованы десятки рабочих и около 15 единиц спецтехники. Рабочие приступили по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича, приступили к демонтажу данного моста, и в скором времени мы получим новый, современный, просторный мост для передвижения. Ход восстановительных работ и на данном объекте проинспектировал Рамзан Кадыров. О масштабах чрезвычайной ситуации и предпринимаемых мерах ему доложил председатель правительства Магомед Даудов. На данном комиссии чрезвычайной ситуации трансформатор, линия электропередач, газопровод, сизер, бюсен, щитляч, Вимсия, Индукоша, поселки, порученец, кабинет министров, главыш, баланс, тебя сол, глава, шукидал, замок уже, жимоши, лелушо, все, вересали, и он что
إذا تمتع لا طول صوم يومنا إيش نتيا داقي تنشلوا راس رايح يمشي السمستير يسوق السمستير هذا ما هذا أكيد عطاه ساعة رؤية ما ولا ريسبات كل عمال كده حبروا شيء نسبة نص ولا وش مسنا داخل أدنى أو بس رئيس مدير استطيع كنترول يشيل بدو وآخر Республики ищи это очень счастливый عمال شن هو أحتاج ما أنا وين تبي شيء هيك تبي إنسان каждый глава чувствует каждый что он чувствует قال ما بعدين بنزل شيء بس أنا فوت на федеральном уровне выйти на сюда كده دلوش مني أعمال уже не شوي блокировать надо не в частности горных районов уже разблокировать каждый он как соединить вот на айла не штат на верду оушно эйш оушно. Реконструкция объекта должна быть завершена в максимально сжатые сроки. Глава республики поручил первому заместителю председателя правительства, министру автомобильных дорог Исету Мхаджиеву не просто восстановить мост, а расширить его до 8 полос к концу текущего года. هيجي أصلا الشرش عينة دارنا بس بتوصيل تدون على الرش اللي هدون نول ويسوي من الموسطة لكن ساجودة أحوال تطبيقات. هاجي بوسيلو بيكون ستوب ساعة بيكون بلشي غازي غزاق بدروش متبادل قيمة تريش شاز كمان بينشو حرادل نوصل متى مفروض شكل خدامي تحرد النهاية انت داني من كومرشل سامي بيحاول تكمرشل شو دم زعما صاروا شنو ريتش الأوغا ريجر الأوغا نقرأ الأوغا أتصل بولشة تحمل كيشتون ليس أتصل بولشة خان بيودو تجيو ближайшее ходы авойдуют уставу. Также Рамзан Кадыров поинтересовался у секретаря Совбеза Адама Кадырова о работе, проводимой Советом Безопасности. По его словам, задействованы все необходимые силы и средства. А взаимодействие экстренных служб организовано на высоком уровне. сразу жим машин уже теплошет жик машин теплошет сразу обеды ala военный команда мосодион воинский шаш я подбирал что а прям шаш военный служащий каждый пятый год чтобы семьи шагит а вывести что он шайший он первый был галерка пункт чего что мы отдем деревья шелко что деревья что было что рядом а قبل ما تركوس وده ده движение сразу هروح حراوي يبدا نشوف ولا هتشوف اول ما يلمع صو بس من مستحايل تغرد كما ده ما يقول ده سرازو نبتدي شو بيجي هذا يا وده حكي دور تاع حرام عيوني يو تاشي زعدات حركي دور ولا جوف تاع هذا شاستاري وجود تكنولوجيا حل من ده أنا بديت بقول تدل إيران هو أغرو مش نت هو أغرو توش كيح تو كيح يت دق ده أنا بتوك يوك غالة شتير وصل عود إستال شتير وصل نلدا شتير بيسا في شغال بيسا بيسا هذا بوارو каждый сам бесплатно что-то бесплатно да я на голду да зоны подцепления на данный момент финюта ханута гейт вугута она пицца рейдицем нахуй уже нечке شهر داخل نيقش له أنا إشتغل بالجوال بتساعد هذا شوي كل شيء وسكره أنا أحسيس الجيوسنا كل وقت أوضح ده صوت ولا بيت الشاب لو رئونس له مثلا كل تسلو أنا سيع دالش مثلا دام ده سيع دالش تعد أدم بعدها خود الجسم سيع دال اللي قلبه أنا أدم بعدها خير بور مدير أريد أنا مسبب أنا شو عادي
Как отметил глава республики, по воле Всевышнего жертв удалось избежать, что подтверждают данные регионального министерства здравоохранения. Несмотря на активное проведение восстановительных работ, приоритетом все же остается оказание помощи населению. Завтра у нас планерка, сегодня все отработано, все материалы, все направляем. Спасибо. Так, на данном участке уже с первого дня задействованы профильные службы, техника и все необходимые ресурсы. Основная задача в кратчайшие сроки обеспечить безопасное и полноценное возобновление движения. Ожидается, что после завершения работ транспортная магистраль будет восстановлена в полном объеме. Объезд закрытого участка в районе Аргуна организован по федеральной трассе. Также доступен альтернативный маршрут по северо-восточному направлению через села Талсаюрт и Виноградное. Рабиат Гайтиев, Магомед Басаев, Саид Ампукаев. При поддержке пресс-службы главы правительства республики Вести, Чеченская Республика. Уже через месяц семьи, которые потеряли жилье из-за разрушительных дождей, исправят новоселье. Глава лично проинспектировал ход строительства в селении Новый Биной, где начато возведение домов. Рабочие на данный момент занимаются землеустройством. Как восстанавливать жизнь пострадавших, в репортаже Ахмеда Рамазанова. Глава Чеченской Республики проинспектировал село Новый Биной Гудермесского района, где планируется построить новые дома пострадавшим от стихии семьям. В связи с последними событиями многие жители региона остались без жилья, и поручение Рамзана Кадырова дало повод для радости оставшимся без крыши над головой. В ходе инспекции руководитель субъекта встретился с одним из будущих переселенцев. Тот, в свою очередь, выражал безмерную благодарность. Председатель правительства Чеченской Республики доложил главе, что без крова осталось 79 семей. Магомед Даудов отметил, что после поручения Рамзана Кадырова были задействованы все министерства для решения поставленной задачи. Выделили землю, чтобы начать строительство, привезли стройматериалы. Также он рассказал, что дома построят исходя из количества людей, которые входят в семейство. Самое маленькое жилье составит 126 квадратных метров. Спальные, кухни, ванны, хозяйские ванны, рауты, Глава Нажиюртовского района доложил Рамзану Кадырову, что благодаря его поручению ликвидация прошла без каких-либо проблем. Жители населенных пунктов относились к ситуации с пониманием, все старались оказать содействие в меру своих возможностей. Надежду внушало то, что за ситуацией следит лично руководитель субъекта. تختار أروق شيء مصو أول هو غاز تكنيك على وز كمان ديال 4 عندرش مصو قدم تيتشتر تاع ريد وش يبانك شيء وش تطيق شو بوقش داتر هو يخو شبر غدا لا تعني هم تاع جال بعدوش كي تاقيت شوي مصو ليكوداتي توك عيال جيد يورش تعيو حوشي أراد أخذ دير فيرم بيني أخذ دير شكول سادك قبلني تا اشتقى صوت بيكتشي يعني افتخر ويستدل سامس ديفيد نرستاش نسيسر سامس دال بعديش نتو ولا مزدن زان ساعتن فعلقي لي وجه استشهد فن هيزدان مومنت ماشي شي زر التبخن غزالش دورال ديل حقي وغوشت اون ناخ بلغيبه ومش غاري اوش في غدا بحكي ناخبر قار وقش تعتر وسادك شكا شكول شكا ابجي دي تربو بيشبول يرجع ناخ يعني عاد دخل شابك مصومت شاشة عبو جروها شيشة تعبك
أحربه بوليني دنيا زمان تجن ولا دو تجلسنا كده دقهم خصوصي أخار ولا دو أحسن بين ديك بول حدوز حيشي بيجي سوازي بول شترت يوم اسمها على الفيرسود شاشة غودي در هودا ديز هذا مش صوبز سوازي يا خن هود إيه هود يوش يا مالت أيوه لبلات وجني موسو أغور دال دنيا أحياقش خان إشت مقشوش إشت ونقشي خونز بالا بوش دقاشش كوا والحق خون نقشي شن راح أحدث ديك دوت كل نجي طريقنا هو كبي أنج بالين لا دا ديت الميروات دغنو نقشتو جون غادقة نقشي كلون شيء تشتوي شوم وال فتح ورغدا دقور شاش رباسكي لوت كنشتي أدوش دي رباكش غدا بحكي ريبوش ده ما دوش ديسن دنيا دعوة دقدم دقو استخدمي بيتلش أحتمل ساعة هم بيجيش داس دالدقن بيقم بورا ولا أمانونا دال بعشش كاش هم ده محتوى إنسان يشوش يقودو يشوش تبغى أول أطول تين وجبوا عصافة نابولينا شغال دال سمو والله بالله Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Муслим Зайпулаев рассказал, что строительство завершат к 9 мая. Он отметил, что работы будут проводиться в ускоренном режиме. С учетом погодных условий, девайте мэль, диавалом было, валит это сразу сувал, когда дыхание. И на быстро правильно. أحقق البوق أو عبد يشتغل بوابر ساعة ما داس مزاج ده يسوون ده يطلع ويلا ده هو وش بدي آمين شيخ أحمد الله دونش هو كده ناقوش دكتور توصل كده مش يجيش بوك دول ده قبل إيه كنا تدور في داست بوك مولش بيجيش دو بقول ده دو بيجيش وقت صود ديز ده تحول زاد ده هايو كده شو ده وقت ده استودي чего سيلفي Рамзан Кадыров рассказал, что все беды, которые жители испытали в ходе непогоды, это и беды руководства республики. Глава субъекта отметил, что все должны работать, не покладая рук. Глава региона поручил ответственным лицам данных работ обеспечить всем необходимым, чтобы жители как можно скорее обзавелись очагом. Rusland och där är det alltså det är ju alla så där är det sen det bor så bjärt på att det är där så det är ju så rost jag bara bjänt och där är det så det är då när vi ser in bad burs budon vi ser ju det bort det och så det då is roligt att det så temperatur det där så där målar då kestan så bara hos oss för det så just då de hade ju och kan dator det så Muslim بلاش بينو ده عاوز اسمع ده عبد ده يشتغل من ده عاوز كاكولات ده وده الناس وكاد يشتغل من ده الحاج اللي ده ده دوش ده ده مع ده هو ده نجي تاع ده كولات ده ده شاد جدا ده ديش ده ده نحجب عن عشبوت متع ده تجريل بلا ده سان عشان زين وده ديز ده الله باش ده نعم ده بس اللي بينو ده Несмотря на то, что природные катаклизмы подчас могут оставить человека без всего нажитого ни одним поколением, имуществом, жители региона всегда спокойно смотрят в будущее, ведь руководство республики всегда уделяет внимание нуждающимся. И в День Победы эти переселенцы отметят и свою победу над постигшей их бедой. Ахмед Рамазанов, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. Обильные осадки вызвали серьезные разрушения в горных районах. Оползни, камнепады и обвалы дорог нарушили привычную жизнь. Сейчас на местах работают аварийные бригады. О том, какая обстановка сложилась в высокогорье, репортаж моего коллеги. В Шатойском районе все еще наблюдается последствия ливней. Поток горных ручей начинает выходить прямо на дорогу. Также местами в горных районах наблюдается камнепад. На данный момент активно ведутся восстановительные работы. Помимо обрушения склона из-за сильных осадков в возвышенных местностях образовались небольшие водопады на проезжей части.
самого начала природных катаклизмов по поручению главы Чеченской Республики героя России Рамзана Кадырова в регионе введен повышенный режим готовности. Экстренные службы Итумкалинского района взялись за дело незамедлительно. За короткое время они убрали большинство оползней. А вот в городе Серноводское до начала всех происшествий провели работу по расширению русла реки Сунжи, благодаря чему местность не оказалась под водой. Но для подстраховки глава районной администрации вместе с сотрудниками спасательной части тщательно следят за уровнем воды. Нетронутыми оказались не все села, где протекает река Сунжа. В селениях Заканюрт и Кулары прибрежные улицы стали жертвами наводнения. Но ситуация находится под тщательным контролем и уровень воды постепенно снижается. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Шалинском районе экстренные службы также работают в режиме повышенной готовности. Рабочая группа по определению материального ущерба, нанесенного домовладениям и инфраструктуре, после заседания под председательством главы районной администрации уже приступила к работе. Главная задача – как можно быстрее вернуть людям привычный ритм жизни. О том, как устраняются последствия паводка в муниципалитете, репортаж Турпала Тайсумова. После того, как дождливая стихия прошла, уровень воды в реках уже стабилизировался. Это позволило начать движение автомобилистов уже без существенных проблем. Однако из-за бурных потоков ситуация остается сложной. В некоторых населенных пунктах, к примеру, в Шалинском муниципальном районе, в частности в селе Автуры, частично поврежден мост. Как только погодные условия стабилизируются, специалисты приступят к восстановительным работам. И так происходит везде, где повреждена различного вида инфраструктура. Движение в целях безопасности приостановлено. قدم دست دار صدار ست دو قطرة دو سنتراني قطرة تعطي دركا جملة خودنا تعطي دو هم تعجمة ملا سيغون سانيس دل جي دوك نا واسطة در قوة وشيلة و باش مرتبة و دوك قدم دست للخوشيوت أصلاً نماني ياينا بتشاو باكا باكتنا ملا سيغ هدو ملدو عوسية دا ديشتك دا دانيس دي الله دلا لوكاين حدل порученец де бюси доч дагыттен хайк элк чак доку доштуку. А вот дорожный участок, соединяющий Шалинский и Веденский районы. Здесь спецтехника расчистила трассу, которая была полностью завалена селью из грязи и камней. Работы продолжались день и ночь, чтобы быстро восстановить сообщение между муниципалитетами. Введенный по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова режим чрезвычайной ситуации сохраняется. Люди продолжают получать помощь от экстренных служб. Турпал Тайсумов, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. А сейчас кадры из селения Дай Шатойского района. На местах идет активная работа. Аварийные бригады электриков и газовых служб восстанавливают коммуникацию. Параллельно тяжелая спецтехника расчищает дороги от завалов. Убирает поваленные деревья, камни и последствия схода сели. Ход восстановительных работ контролирует глава администрации муниципалитета Руслан Акаев. Главная задача, поставленная Рамзаном Кадыровым, в кратчайшие сроки ликвидировать все последствия непогоды. وين مخور يشقد دونت أو يوتشن شول شو دونتي أصابنا دونتي أو يوتشن شو غورني رايون شو دوق زيادة اشتيرنيق شتوي شروي направление حلبي оригинальный нек буер он нек остом буквально вчера до обеда министр строительства мы с ним выехали полностью донти у нас были проблемы по позавчерашним ситуациям нахчикела проблемы так как линии леп масит донти апош даянир вы энергетика волшо вы Кадыров Иса сам выехал мы проехали посмотрели тут же этот вопрос решили устранили 120 метров оригинальный горняк полностью донти галбиалер по течению аргуна орг дистанцию смыть пинер сисар донти мы провели здесь оперативный штаб
масштаб. Вчера где-то в час ночи, до утра мы перебросили КМЦО 300-й техник Сисрахалялина на грани пути Йош, погрузчики, тоже КМЦО 330-й погрузчик Шухаляркин. В течение 2 дней эту дорогу мы обеспечим. Эпицентр стихии – Гудермесский муниципалитет, где из-за резкого подъема воды в реке Гумс организовали эвакуацию. 1109 жителей подтопленных населенных пунктов Акундухова и Брагуны оперативно вывезли в безопасные места. Сейчас на реках развернутые посты МЧС. Специалисты ведут круглосуточный мониторинг уровня воды. Хроника спасения в следующем репортаже. Стихия не оставила времени на раздумья. Глубокой ночью с 27 по 28 марта ливневая вода стремительно ворвалась в дома жителей республики. Одним из первых под удар попал поселок Кундухово города Гудермес. Уровень воды в реке Гумс поднялся буквально на глазах. Улицы быстро превратились в потоки, а привычные маршруты оказались недоступны. Спасательные бригады экстренно эвакуировали более 500 человек при помощи 2 десятков единиц спецтехники и плавательных средств. Людей в ту же ночь оперативно разместили в пункты временного размещения и вблизь находящиеся села. Часть поселка Кундухова, новый участок Шелмет, новый Вахбаха, Женахболмет, около 500 хозяйств Юхуза за 400. В Цигрнах резкая эвакуация ежнестел. Шавет Гарвел, волонтерш, военный, ровода, массу Республики Амелвучер на Восталдеш, МЧС полностью задействованы, Буша береги. Так как именно здесь последствия ливневых дождей оказались наиболее серьезными, ситуация в Кундухово находится на постоянном контроле властей. Чтобы оценить текущий уровень потопления и масштабы, в поселок направился председатель правительства республики Магомед Даудов. На сегодняшний день обстановка постепенно стабилизируется. Вода заметно отступила, и сейчас основные силы направлены на ликвидацию последствий, откачку воды, расчистку дворов и помощь местным жителям в восстановлении хозяйства. На утро следующего дня бригады МЧС направились к селу Брагуны, где был введен режим повышенной готовности. Сюда стихия пришла вслед за разливом рек. Вода подошла практически вплотную к населенному пункту, создав угрозу потопления жилых домов. Ситуация в селе Брагуны остается крайне сложной. Из-за сильных дождей вода в реке Сунжа вышла из берегов, из-за чего были потоплены десятки частных домовладений. Кроме того, главная подъездная дорога к селу также полностью затоплена. Самостоятельно выйти из зоны бедствия жителям практически невозможно. Прямо за моей спиной загружают очередную группу крупногабаритных машин «Урал», на которых местных жителей экстренно эвакуируют места временного размещения, так как передвижение на любой другой машине просто невозможно из-за полностью затопленного подъезда к селу. Спасатели круглосуточно следили за уровнем воды и проводили эвакуацию жителей из потенциально опасных зон. Многие до последнего надеялись, что вода постепенно отступит. Однако риски оказались слишком высокими, и людям пришлось срочно уезжать. Особенно тяжело дается эвакуация семьям с детьми, пожилыми и колясочниками. Страх и неизвестность усиливают напряжение. Всего было эвакуировано около 650 человек, значительная часть которых – это дети. От МЧС задействовано 5 единиц техники, 60 сотрудников, проводится эвакуация. Вывозят СОЖ в село Дарбанхи, там их встречают родственников. Если родственников нету поблизости, то размещают в школе. Ну вот, видите, какая стихия. Нужно уходить. Просто детей жалко, они боятся, поэтому уезжаем. А что у вас в доме? Можете рассказать? Есть такие последствия в вашем доме? Ну пока нет, но мы рядом живем с Сунжей, поэтому приходится уезжать. Пока до моего дома не дошло, я в том конце живу, но с той стороны, со стороны Терека, там тоже выходит вода уже. Боятся детей. Если эту воду увидят, там страшное дело. Огромная благодарность всем, кто участвует в этом деле. Самое главное – детей спасти. Мы старые, мы то, что прожили. Если хуже будет, братья есть, помогут мне. Сама лишь бы дети были живы, здоровы. К помощи подключаются и волонтеры. Люди самостоятельно приезжают в село, чтобы помочь с эвакуацией и доставкой необходимых вещей. Так Юрий Головин изначально приехал в республику отпраздновать с друзьями праздник Идаль-Фитр. Однако из-за сложившейся ситуации решил остаться и помочь местным жителям. Поддержка быстро подоспела, то есть на Уралах людей эвакуируют, кому-то необходимо. Вот поэтому я думаю, я здесь задержусь на какое-то время. Думаю, что скоро все будет хорошо.
Вот, оказываем помощь, то есть помогаем. Привезли хлеб из Гудермеса утром. Сейчас у нас приезжает поддержка на лодке, на моторной. Вот, я думаю, что все будет отлично, учитывая то, что магазин работает здесь, в Бургунах. Свет есть, свет дали, поэтому все в порядке. Все усилия направлены на одно – не допустить жертв и обеспечить безопасность людей. При этом для снижения уровня воды власти приняли дополнительные меры. На отдельных участках была прокопана территория, чтобы направить поток в поля. Это позволило частично разгрузить водный массив, и уровень воды заметно начал снижаться. 557 домов уже освобождены от воды, затопленными остаются 1260, пострадавших нет. Эвакуировано 1109 человек из поселка Кундухово, города Гудермес и села Брагуны. Восстановлены все 5 газопроводов и 6 трансформаторов. Спасатели сегодня продолжают работать в усиленном режиме, а жители надеются, что стихия окончательно отступит и позволит вернуться к нормальной жизни. Рабиат Гайтиева, Магомед Басаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Паводок – это не только поврежденная инфраструктура, но и прямой путь для инфекции. В зоне особого внимания регионального Роспотребнадзора качество питьевой воды. Специалисты ведут усиленный контроль, чтобы блокировать любые угрозы для здоровья жителей. Все медицинские службы уже переведены в режим повышенной готовности. О том, что предпринимает профильное ведомство, в репортаже Медины Мударовой. В пострадавших районах мобильные лаборатории проводят анализ воды, отбор проб жидкости из всех возможных источников. От централизованных водопроводов до частных колодцев. Там, где зафиксировано подтопление, проводится дезинфекция резервуаров и очистка систем водоснабжения. Отобрали воду на санхим исследования, на бактериологические, на паразитологические, на вирусологические исследования питьевой воды. Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике совместно с органами исполнительной власти в местах подтоплений проводит весь спектр необходимых мероприятий, чтобы не допустить ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Параллельно ведомству приходится бороться с дезинформацией. В соцсетях активизировались диванные эксперты, распространяющие фейки о вспышках инфекции. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Рита Термулаева призвала жителей не поддаваться панике и доверять только официальным данным. Призываем население Чеченской Республики убедительно, особенно в зонах подтопления, использовать только в хозяйственно-бытовых целях, в питьевых целях, для приготовления пищи, особенно для приготовления детских смесей и так далее, только кипяченую и бутилированную воду. Особые опасения у нас, конечно, вызывает момент отхождения воды, так как зона подтопления относится к частным домовладениям, и это места, где в каждом домовладении находятся септики, выгребные ямы, это мусор. Министерство здравоохранения Чеченской Республики полностью готово в случае ухудшения эпидситуации для оказания медицинской помощи населению Чеченской Республики. Благодаря своевременно принятым мерам эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной. Случаев групповой заболеваемости не зафиксировано. Работа ведомства продолжится до полной ликвидации последствий стихии. Медина Мударова, Магомед Басаев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. И к другим новостям. Культура раскрывает красоту славных традиций народа и приумножает его историческое наследие. Об этом заявил Рамзан Кадыров на праздновании Дня работника культуры в Грозном. Сегодня культурная сфера переживает расцвет. Динамично работают театры, открываются новые таланты, обновляются фонды библиотек. На церемонии во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева собрались выдающиеся деятели искусства. В знак признания заслуг наиболее отличившимся вручили высокие государственные награды. О празднике тех, кто созидает будущее для новых поколений, в репортаже Лимды Джумалдиновой. Без культуры нет нации. Эти слова первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова ныне служат ориентиром. 25 марта в России отмечается День работника культуры. Чтобы отпраздновать свой праздник, во Дворце торжеств Дагуна Амаева собрались те, кто ежедневно своим талантом пишут живую историю народа. Разделить радостное событие с работниками культуры прибыл лично Рамзан Кадыров. В фойе дворца его внимание привлекла выставка чеченского национального инструмента «Дечик-Пондар». На большом экране путь длиной в десятилетия. От первых шагов воссоздания Министерства культуры до мировых гастролей наших коллективов. Хаджи Кадырова: без культуры нет нации. Созданы условия для расцвета всех видов искусств.
А этот путь созидания стал возможен благодаря постоянной поддержке главы региона. И сегодня Чеченская республика – это цветущий сад талантов, где бережно хранят старину и смело смотрят в будущее. В зале элита творческой интеллигенции. Министр культуры отмечает, что в регионе успешно работают театры, музеи и школы искусств, открывая дорогу новым талантам. Хульшбол, бакки кимаш, так астендона, та культур сфера, дедини мелдол, келтеяш, театр, музейш, паркштона. Ишадек беркет, хогойчол ролик дя, гервениза, ведухлер, парча Амад Хальталаз, отқобол дольцин. Цуошие духлера, зарплата на восстановление объекта культуры хажина. Та цун дешна штана дуня на доза дойша, культур беллуай лозунг хадошту, культуриоц камдацел. İzlerdeşe tanıtıq illerdeşe hodikna wasıl tonda quvvetna alarez falan daldikans bir qamboylan tana woşa iş regional общественный фонд ира даққи совош дашвена яқи наградшена дaldikans bir qamboy qonlar memekda. История чеченской культуры – это летопись стойкости. Были времена, когда слово «культура» казалось роскошью. Само министерство прошло тернистый путь становления. Работники отрасли буквально по крупицам собирали духовное наследие, восстанавливали библиотеки из пепла и возвращали музыку в разрушенные города. Ныне эта эстафета созидания находится в надежных руках национального лидера Рамзана Кадырова. Без культуры нет нации. В этой короткой цитате первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова заложен глубокий смысл вашей работы. Вы прошли долгий путь становления и успехов. Более 30 человек стали народными и заслуженными артистами России. 550 человек стали народными и заслуженными артистами Чеченской Республики. Сегодня на ваших плечах груз ответственности за сохранение нашего культурного достояния. Поздравляю вас с Днем работника культуры. Даля Беткивель, даля Тубаймасеридон. Культура Белду, Халавор, Иллиор, Эшелох, Immigrantdaan is dan is de harem do is de bos dan gebeurt is na dan het strijd wel dat beer dan ensemble dat check daarna dat is dan halbos dan amos dan bol bes lazimi botjena dan وين ما cultuur bello zo goitstig ويغلق ويغلق ويدو عادت ومشتو ومش خلديس goits مسألة جون وين يش وين عواصي بوداس دار شو دكو دار وفيترانش dan بعد عايش يتسوي شو دكو مسألة يسدان تقوش وشوار اش عاميش اش قيش دوق دزلا دون تان انسامبل شكال مارد بيسار وينا دون احمد امين نوحشود فيلرمون الين مرتاز وكيجي دون شوار دو تان يقي انسامبل يقي فيلرمون اش وزغولات يش تان قطعه وايش طبعا بيزبو ومن يسلمول دوش انرجي شنو وشوداستان لريس الله سنه مسانا شم دارت тобой مسلم. Чеченская культура всегда поражала мир своей изысканностью. Наши коллективы – желанные гости на самых престижных мировых подмостках, где каждое их выступление не оставляет равнодушным ни одного зрителя. Успехи региона не остаются незамеченными. В ходе недавней встречи с деятелями театрального искусства председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила усилия руководства субъекта в развитии театров и национальных ансамблей. Очень много зависит от руководителей субъектов Федерации. Вот если губернатор лично и глава республики, министр культуры по-настоящему поддерживают театры и вообще культурную сферу, создают для этого условия, там дела идут хорошо. И, пользуясь возможностью, я хочу попросить вас передать слова благодарности Рамзану Ахматовичу Кадырову. Я знаю, как он лично относится и к театру, и к поддержке национальных коллективов, национальных ансамблей. Вот поэтому в Чечне так все и цветет, и расцветает. Те, кто преданно служили искусству, получают награды из рук руководителя субъекта. Это признание их большой миссии – воспитывать в обществе чувство прекрасного. За многолетнюю плодотворную деятельность и вклад в отечественное искусство звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Сахабу Межидову. Присваивается почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Межидову Сахабу Хамзатовичу, артисту оркестра народных инструментов Чеченской государственной филармонии имени Аднана Шахбулатова. Сахаб Межидов не только виртуозный исполнитель-инструменталист, но и замечательный вокалист народного плана, искусно владеющий национальным инструментом дечик-пондар. Более 40 лет своей жизни он посвятил культуре.
حيلسون جو خذ تقصون لا خذ دوش الشيء ساعد وباخه اختارن اشتسون أتصل سسمو دقش كان يوقع له دال هوش بيرك تحسو بوخيل دال خير ساعد يقدر شندال خي مش حلو تو المسيري. Региональной наградой, медалью за заслуги перед Чеченской Республикой отмечен Алик Халилов, возглавляющий симфонический оркестр Чеченской госфилармонии имени Аднана Шахбулатова. Награждаются Халилов Алик Даудович. Мастер сцены театра Ханпаши Нурадилова Рамзан Умаев отныне носит звание народный артист Чеченской Республики. Умаеву Рамзану Хусаиновичу, артисту драмы, мастеру сцены Чеченского государственного академического театра имени Ханпаши Нурадилова. А ряды заслуженных артистов региона также расширились. Почетное звание «Заслуженный артист Чеченской Республики» присваивается Ацаеву Рустаму Супьяновичу, Такаеву Цайцалаху Магомедовичу, Хлебниковой Дарье Валерьевне, Мусаеву Умару Ризвановичу. Распоряжением главы Чеченской Республики благодарственным письмом награждена Зарета Магомедова, возглавляющая отдел культуры Курчалоевского района. Награждаются Магомедова Зарета Исаевна, начальник отдела культуры Курчалоевского муниципального района. Признание коллеги из Федерального министерства получили руководители профильных направлений. Благодарностью министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой отмечены директор Республиканского центра культуры Мовла Джаналиев и директор Департамента искусств регионального Минкульта Лаура Тарвердиева. Джаналиеву Мовле Адамовичу, Тарвердиевой Лауре Мусаевне. Концертная программа стала живой иллюстрацией того, за что любят наше искусство. От грации ансамбля «Войнах» до нежного исполнения народной артистки России Элины Муртазовой. 40 минут торжества пролетели как одно мгновение, оставив послевкусие гордости и вдохновения. Культура Чеченской Республики продолжает свой путь. Динамичный, содержательный и бесконечно красивый. Хусейн Мурдаханов, Сайтелим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести, Чеченская Республика». Глава Чеченской Республики также посетил вечер памяти, посвященный 85-летию со дня рождения Валида Дагаева. Концерт состоялся при поддержке Министерства культуры страны и региона. На сцене выступили известные артисты и творческие коллективы, исполнившие лучшие произведения композитора, сохраняя и продолжая его культурное наследие. Также представили юбилейные нотированные сборники 74 песен артистам. Завершилось мероприятие торжественным награждением благодарственными письмами отличившихся деятелей культуры. А сыну юбиляра Магомеду Дагаеву вручили нагрудный знак Министерства культуры. Ну а пока все. До встречи.